Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 25 сентября. Душевные откровения, переживания, мысли поэта. Состоялась презентация книги «Зардай Зорак» Асланбега Пагиева. К работе на полях жители приступают с раннего утра. В Дзауском районе собирают урожай картофеля. В созвездии республик в столице открылась выставка работ северостинского фотографа Златы Тебиевой. В республику с рабочим визитом прибыл заместитель начальника управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Денис Травин. Состоится инспекционный объезд объектов, строящихся в рамках инвестпрограммы. О ходе визита мы расскажем в наших информационных выпусках. Продолжаем. С раннего утра местные жители идут на поля собирать картофель. За долгие годы это первый урожай, и хотя результат неплохой, администрация Дзауского района обещает использовать все методы для получения более высокого урожая. Ведь в районе эта культура растет хорошо. В планах на будущее продолжить работу в этом направлении, увеличить посевные площади. Анжела Кукоева расскажет подробности. Эта земля не обрабатывалась на протяжении 8 лет, но в этом году здесь посадили около 2 гектаров картошки. Сейчас настало время ее сбора, и жители в этом принимают активное участие. С самого раннего утра в селе Цру кипит работа, собирают урожай картофеля. В этом году администрация Дзауского района вплотную занялась выращиванием этой культуры. Всего в районе в этом году посадили более 7 гектаров картофеля сорта Елизавета. Этот сорт демонстрирует высокую урожайность, устойчивость к болезням и другие важные качества. Мы уже убрали картофель в селе Тропис, сегодня полностью уберем его в селе Цру. Урожай хороший, но мы надеялись на большее. В следующем году сделаем все необходимое, чтобы получить побольше урожая. В прошлом году мы дали поручение и местным сельсоветам, чтобы они тоже посадили картофель. Надеемся, что в высокогорных селениях урожай намного богаче. Там мы начнем собирать его через 2 недели. Картофель убирается силами местных жителей, которые на поле работают с самого раннего утра и собирают мешки картофеля. Как говорят сами жители, на поле они выходят с большим удовольствием, ведь все вместе они давно не собирались. Мы получили очень хороший урожай. Сами видите, как все организовано. Нам всем приятно собирать картофель. Работа вовсе не трудная. В следующем году администрация планирует увеличить посевные площади. Уже подписан договор о сотрудничестве с Северокавказским центром семеноводства, действующим на базе агрокомпании «Бавария», где функционирует лаборатория, оснащенная по последнему слову техники. Североосетинские коллеги будут делиться опытом с земледельцами Дзауского района, чтобы достичь высоких результатов в деле выращивания картофеля. Мы довольны своей работой. У нас уже есть опыт. Уже знаем, в каких местах будем сажать в следующем году. И уже осенью начнем готовить землю. Хочется надеяться, что в скором времени на местном рынке появится экологически чистый картофель из Дзауского района. Анжела Кукоева, Айдя Кочева. Информационный выпуск сегодня. Состоялась презентация книги «Зардай Зорак» современного астинского поэта Асланбега Пагиева. Послушать душевные откровения, переживания, мысли поэта, высказанные в стихах, пришло большое количество любителей поэзии. В Республиканской национальной библиотеке имени Анахартиса при поддержке Министерства культуры состоялась презентация книги «Зардай Зорак» современного осетинского поэта Асланбега Пагиева. Это его первая презентация в Южной Осетии. В начале мероприятия министр культуры Жанна Засеева прочла несколько стихов из его книги. Благодарю Асланбега за цикл стихотворений о Донбассе. Только неравнодушный не захочет их перечитать, а перечитает и смахнет слезу. Я хочу поблагодарить Асланбега за стихотворения, посвященные отцу и матери. Только человек, имеющий мать и отца в добром здравии, пока не будут их читать или восхищаться ими. Я благодарю, что он один из нас. Он сегодня здесь рядом. Я очень хочу, чтобы вы просто еще раз поаплодировали поэту, гражданину и человеку.
Асланбек Пагиев свою творческую деятельность начал в 2014 году, когда его отец тяжело заболел. Первую книгу француз написал тогда же. За 4 года у него вышло в свет 14 книг. На экране был показан слайд-шоу из фотографий молодого поэта. Ведущая мероприятия Зарина Дзахоева рассказала о жизненном пути и творческой биографии автора, а также прочитала несколько стихов. Послушать душевные откровения, переживания, мысли поэта в стихотворной форме пришло большое количество любителей поэзии. Среди них была и замминистра образования Элиса Гагоева. Она тоже прочла стихотворение. Среди гостей литературной гостиной был и директор музея Мираб Засев. Он выразил благодарность поэту и пожелал ему дальнейших успехов. Каждое слово, которое тобой прочувствовано и написано, оно отзывается, безусловно, в каждом сердце, в каждой душе. Я на самом деле очень приятно удивлен совершенством, буквально совершенством твоего слова и на астильском языке, и на русском языке. Я, конечно же, надеюсь на продолжение дальнейшее взаимодействие с тобой, с твоим творчеством. Я честно могу сказать, я просто восхищен. В свою очередь поэт Асланбек Пагиев выразил благодарность за такую теплую атмосферу. Собравшиеся выразили надежду, что впереди еще не одна презентация, ведь у поэта еще много творческих планов. Анжела Кукоева, Алина Кисева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса также открылась выставка северостинского фотографа Златы Тебиевой. «Созвездие Республика» – это около 50 работ, на которых изображены красивейшие места Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. Творчество фотохудожника оценили любители искусства и наш корреспондент Фатима Чучьева. Сегодня в Республиканской национальной библиотеке имени Анахарсиса при поддержке Министерства культуры Республики состоялась фотовыставка «Созвездие Республик» известного северостинского фотографа, видеографа, руководителя медиастудии «Злата» Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия Алания Златы Тебиевой, которую она посвятила Южной Осетии, Абхазии, ДНР и ЛНР. На фотовыставке присутствовал председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев, посол Абхазии в Южной Осетии Алан Элбаки, гости Северной Осетии Алания, а также все любители искусства и ценители творчества Златы Тебиевой. Сегодня мы видим прекрасные фотографии. Действительно, это мир, который нас запечатлит, чтобы мы с вами радовались вот этому. Спасибо организаторам, спасибо Жанна Вискароновна за организацию этой выставки. Златы Тебиевой, изображает такую красоту. Спасибо вам за эти приятные мгновения. Наверное, нужно обладать каким-то особым даром, чтобы уловить, поймать, запечатлеть вот те прекрасные мгновения, которые мы сейчас видим. По словам самого фотографа, искусством фотографии она увлеклась еще в детстве. Училась снимать на популярные в советское время камеры. Сегодня фотография – одно из главных увлечений в ее жизни. Фотографировала еще со старой смены, еще были проявители, закрепители, фотоувеличители. Это было что-то. Красный свет. Это было очень интересно, и меня это привлекало. Вот. А с появлением цветного фото и зеркальных фотоаппаратов цифровых, это, как говорится, и карты в руки, я стала стараться больше путешествовать, смотреть, снимать. Я люблю снимать портреты, я люблю снимать природу, очень люблю макросъемку,
залезть в цветку прямо вовнутрь и вот самое-самое такое сокровенное в цветке показать. Естественно, снимаю очень много на концертах, работаю со всеми народными, заслуженными, вообще со всеми артистами нашей республики. Сегодняшняя выставка имеет для меня очень большое значение, потому что я считаю, что вот эту выставку я могу предложить Абхазии, могу предложить Донецку, ну, естественно, дома показать во Владикавказе, и меня уже приглашают с этой выставкой в Москве. На фотовыставке было представлено около 50 работ, среди них портреты, фотографии достопримечательностей, пейзажи Южной и Северной Осетии, ДНР, ЛНР и Абхазии. Фатима Чойчева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. На соревнованиях по волейболу в Северной Осетии Алании угостинская волейбольная команда девушек заняла 3-е место. Ход соревнований в репортаже нашего спортивного обозревателя Батрат Захурьева. Югостинская волейбольная команда девушек заняла 3-е место на международном турнире. Соревнования проходили во Владикавказе. За призы боролись 6 команд из Владикавказа, Краснодара, Цхинвала, Нальчика и Шахты. По словам тренера югостинской команды Инги Джикаевой, ее подопечные могли выступить лучше и занять более высокое место. Был международный турнир в городе Владикавказ. Там было 6 команд, мои девочки заняли 3-е место. Ну, я осталась довольна, они там призовой, но в спорте всегда есть 1-е место, мне так кажется. Но мы постараемся еще лучше их потренировать, конечно. У нас сейчас в ноябре тоже намечается турнир. Там, правда, взрослые будут играть, но ничего страшного. Мы поиграем, постараемся поиграть в свое удовольствие, чтобы подготовиться к следующему турниру. Я хочу поблагодарить своих родителей, которые мне поддержку дают, отличную поддержку. Особенно соседа Сергея Саровича, который постоянно на всех вот этих турнирах постоянно нас поддерживает. И особо я хочу поблагодарить нашего президента, который постоянно тоже оказывает нам поддержку. Постоянно во внимание наша команда. И огромное ему спасибо Анатолию Ильичу. Игроки югостинской команды занимаются волейболом только 2-й год. За это время они приняли участие в 3 соревнованиях. Работают с ними тренеры Вадим Схавребов, Инга Джикаева и Эдуард Кокоев. Тренировки проходят в спортивном зале 6-й школы. По словам игроков, в будущем они будут стремиться только к победам. Турнир проходил во Владикавказе. Мы заняли 3-е место, так как у нас пока мало опыта. Но мы надеемся в дальнейшем усердно тренироваться и завоевывать только 1-е места. Хотим поблагодарить наших тренеров Ингу Иналовну, Вадима Юрьевича и Эдуарда Арахматовича, что хорошо нас подготовили. В дальнейшем будем стремиться только к победам. Надо отметить, что лучшим игроком турнира была признана волейболистка югостинской команды Зарина Чочьева. Батрат Хурьев, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Ну а далее узнаем прогноз погоды на завтра, 26 сентября. В Знаурском районе переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 10. В Заурском районе переменная облачность, дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 10. В городе Квайса также переменная облачность, дождь. Днем 14 градусов тепла, ночью плюс 10. В Ленингорском районе республики переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 12. В столице республики в Цхинвале небольшой дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 11. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.